Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие неожиданности ждут вас в ближайшее время? Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, какие неожиданности ждут меня в самое ближайшее время. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну давайте пойдем по порядку. Мои хорошие, кто в паре, кто в браке, вас ждет очень приятная неожиданность. Вы найдете заначку своего мужчины. Найдете, где ваша белочка дупло себе устроила. Там будет всего так много. Там будут не только денежки, но и еще кое-что интересное. Возможно, он купил вам подарочек и припрятал. Вот, узнаете, увидите, обрадуйтесь раньше времени. Возможно, он там что-то такое ценное собирает. Не могу сказать что, но вижу у вас как двойная радость. Там кроме купюр еще что-то будет. Вот, найдете. И будет, кстати, дилемма, как поступить. Но я думаю, вы все девочки умные, разберетесь, как вам поступить. Так, кто у меня не проживает с мужчиной, скорее всего, найдете какую-то вещь. Вещь вам важную, нужную, но вами утерянную. Случайно потеряли, не туда положили, кто-то не туда положил. Вещь обязательно найдется. Вам будет очень приятно. Вот прям порадуйтесь от души. Ведь вещь эта вам очень дорогая. Следующий момент. Момент какой-то подслушки идет. Вы случайно подслушаете чей-то разговор. Разговор очень интересный. К вам отношения практически не имеет, но тем не менее. Полученная информация может быть использована в своих целях. Важная информация, действительно важная. Не могу сказать, чего касается, но вы прямо аж загоритесь, когда это все услышите. Вот уж действительно неожиданность и даже какой-то счастливый случай в этом всем видится, по крайней мере чувствуется. Вот, будьте внимательны, ушки на макушке и слушаем. Слушаем, прислушиваемся. Вам эта информация очень нужна, либо она для вас будет просто крайне полезной. Так, идем дальше. Здесь какие-то идут удачные покупки. Вы, того не подозревая, либо, например, вы пойдете за какими-то определенными покупками, но окажетесь в месте, где будет всего много и по очень доступным ценам. Либо вы найдете то, что давно хотели, но не могли купить, например, да, потому что дорого, потому что дефицит, еще там какие-нибудь причины были. А тут вот как все звезды сойдутся в один ряд. Вы и скупитесь очень удачно, и денег не особо потратите, и вот прям моральное удовольствие, ну, просто колоссальное получите. Повезет набрести на эту вещь, да, либо очутиться в магазине, где будет просто какая-то колоссальная распродажа. Вот, хорошо очень скупитесь. Вы, кстати, не только для себя будете покупать. Возможно, вы будете еще покупать для своих родственников, либо для своих там подружек, допустим. Да? Вот, удачный шопинг вас ждет, мои милые. Вот. Повезет, так повезет. Что тут скажешь? Так, неожиданность. Неожиданность у вас будет в разговоре. Ну, вот с какой-то женщиной. Может быть подруга, может быть сестра, может быть мама даже. Да? Неожиданно эта женщина вам скажет
какие-то слова, либо какой-то такой эмоциональный посыл вам даст, который вас очень тронет. Какой-то тайной поделится, какие-то свои ощущения вам передаст, либо вам на что-то укажет. Так, идем дальше. Здесь разговор с женщиной. Женщина может быть как мама, сестра, также может быть подруга. Разговор, не совсем ровный. Возможно, как конфликт, возможно, наоборот, у нее какие-то проблемы, она с вами будет делиться. Вот возьмет человека, расчувствуется и скажет вам то, чего вы не знали, либо то, что может на вас очень сильно повлиять. Вот. Пару фраз, да, либо несколько слов. Вот. У вас как глаза откроются на что-то, либо на кого-то глаза откроются. Вот. Разговор, я считаю, полезный. Я считаю, что здесь вы выгоду получите. Может быть, какое-то будет легкое эмоциональное потрясение, но тем не менее вы в итоге получаете бонус. То есть вы свою выгоду получаете. Так, еще птица. Птица несет на своих крыльях то ли какой-то отказ, то ли, как знаете, изменение вектора. Возможно, вы куда-то обращались, возможно, вы о чем-то просили. Может быть, какие-то вышестоящие инстанции, какие-то органы управления. Что-то вы писали, отправляли, либо подавали, и долго не было ответа. Вам придет ответ, где вам в вашей основной просьбе будет, скорее всего, отказано. Но при этом вам будут предлагать, я не знаю, может быть, обратиться в другую организацию, либо какой-то другой план действий, да, либо алгоритм действий, который для вас будет гораздо выгоднее, либо эффективнее именно в вашей ситуации. То есть это как и отказ, и в то же время как возможность получить то, что вы просите. Такое смешанное у вас идет чувство, но я вас призываю не игнорить то, что там будет написано, и поступить ровно так, как вам, например, написали в отказе. Поверьте, вот именно это решит вашу проблему, либо разрешит вашу ситуацию. Вам не отказывают категорично, говорят, что нет, там, не подходите, не пишите, вообще не обращайтесь, забудьте про нас. Нас не существует. Нет, вам там в отказе постараются помочь. Вот именно по максимуму для вас сделать. Вот если вы воспользуйтесь этим предложением, поверьте, вы не пожалеете. Возможно, вам очень повезло, и вам попался очень честный сотрудник, такой, знаете, добрый, положительный человек, который не саботирует свою работу, который действительно старается помогать. Не делать вот эти сухие отписки, что нет и все, а разобраться, помочь, подсказать, направить, перенаправить. Вот как я вижу, да, тут человеческий фактор сыграет. То есть повезло, что именно вам ответ писал очень хороший человек, порядочный сотрудник написал вам ответ. Эта птица, она на одной стороне несет нет, а на другой стороне, на другом крыле, она несет большое да. И как следствие результат. Дальше, на работе. На работе кто-то то ли ворует, то ли пакостит. А может и ворует, и пакость. Да? Может быть, два в одном. Может быть, ворует именно на производстве. Либо ворует конкретно у сотрудников. Вот. Этого человека, скорее всего, вы вычислите, либо поймаете на горячем. Да, неприятно будет. Вас очень поразит и шокирует, что именно этот человек занимается вот такими грязными делами. Скорее всего, это тот, на кого вы менее всего думали, либо кого в коллективе менее всего подозревали. Мои хорошие, надо поступать по справедливости, надо поступать честно. И если вы у вора обнаружили, либо догадались, кто вор, либо поймали на горячем, то нужно прям за руку вести к руководителю, объяснять, что произошло, как произошло. А если человек воровал у сотрудников, то, конечно же, вызывайте полицию. Пишите заявление, и пусть полиция с этим всем разбирается. Прощать нельзя, слушать доводы этого человека нельзя, там объяснения и прочее, прочее. Это человек вор и мошенник. Это человек
ну, знаете, не стесняется у своих же сотрудников, да, либо в компании, где он работает, заниматься вот таким грязным делом. Мало того, если вы этого человека, скажем так, не обнаружите, то есть не придадите огласке, кто этот человек, то могут думать на вас. Почему-то вот идет, что вы, скорее всего, тоже как в центре событий, либо вы в числе подозреваемых лиц. Зачем вам это надо? Вам это совершенно не надо. А так, если вы вскроете этого человека, если вы, скажем так, не пойдете на какие-то уступки, поблажки, мало того, что вы обезопасите пространство на своей работе, так вы еще и героем будете в своей компании, либо на своем предприятии. Вот. Это хорошо, это надо делать, это надо. И поверьте, каждое преступление должно быть наказано. Да. Не вы, конечно, будете наказывать, но пусть наказывают те, на кого возложено по закону это право. Так, случай вот идет знакомство, случайное знакомство, ну, на каком-то мероприятии, может быть, в ресторане, может быть, в театре, может быть, у кого-то в гостях, да, вот я вижу людей, много людей, люди в хорошем таком приподнятом настроении, в таком вот веселом состоянии. Случайно, то ли вы столкнетесь с человеком, то ли человек вам там, не знаю, место уступит, дорогу откроет, очень галантно себя поведет. Это мужчина. Мужчина, возможно, не свободный, но этот мужчина, он, как бы вам сказать, обладает какими-то качествами, либо свойствами, либо возможностями. Вот. Вы этому мужчине очень понравитесь, он вами восхитится, захочется с вами пообщаться, туда-сюда. Девочки, вы расскажете о своей проблеме, вы расскажете о своей ситуации, то, что вас гложет, то, что не дает покоя. И этот мужчина прям так хлопнет в ладоши и скажет: так ты по адресу, девочка, я вот этим занимаюсь, либо я знаю правильных и нужных людей, которые помогут тебе, и ваша проблема, ну, в течение нескольких дней просто рассосется. Хорошее знакомство, такое прям удачное идет знакомство. Случайное, конечно, но очень удачное. Прям, знаете, как в яблочко попадете с этим мужчиной. Не для любви знакомства, именно для решения вашей проблемы. Так, что касается любви. Ну, это какая-то любовь забытая идет. Я так понимаю, что кто-то из вашего прошлые отношения, либо, может быть, вы испытывали симпатию к какому-то человеку, но, как говорится, не случилось, не сложилось, не срослось. Вот с этим человеком, то ли в соцсетях, то ли, но я не вижу прям личной встречи, да, я вижу как встречу на просторах, например, интернета, либо информацию вы получите об этом человеке, да, кто-то что-то скажет, расскажет. Вас как таким косвенным образом судьба будет с этим человеком сводить для того, чтобы вы встретились. То есть не будет прямой встречи, будет как предпосылка к встрече. Главное, не бойтесь. Я вижу, что вы можете в последний момент отказаться от этой встречи. Поверьте, эта встреча нужна, она важна. Кто-то действительно воспользуется вторым шансом и восстановит отношения, либо попробует создать отношения с этим человеком. Если вы испугаетесь, если вы откажетесь от этой встречи, либо возможности увидеться, вы будете жалеть. Вы будете жалеть, и жалеть вы будете очень-очень долго. Даже если вы сейчас не свободны, например, в браке, либо у вас есть постоянный партнер, все равно сходите, встретитесь с этим человеком. Это важно для вашего успокоения, либо для понимания, да, почему так произошло, почему у нас не получилось, почему мы не смогли договориться, да, либо почему мы расстались. Вам нужно поговорить, ведь у вас к этому человеку остались вопросы. И пришло время получить ответы на эти вопросы. Вот. Эта встреча будет очень полезной, не отказывайтесь от нее. Если он, например, вас нашел и в соцсетях, да, делает запрос
на общение, не отказывайтесь. Не надо его сразу там блокировать и говорить: фу, чур меня, чур. Так не надо делать. Вам нужно с этим человеком обязательно поговорить. Ваше прошлое вернулось для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Ну, а у кого-то отыграется, чтобы дать второй шанс на создание отношений. Так, что еще случится неожиданно? Но здесь у кого-то идет неожиданная беременность. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь. Я имею в виду к информации, которую от меня получаете, но действительно неожиданно. Девочки, особенно кто в браке, особенно кто давно в браке. Возможно, ваша интимная жизнь, она не постоянная, и, знаете, пора в Красную книгу ее записывать, но тем не менее. От одного раза, даже если вы там будете предохраняться, беременность может наступить. Вот. И потом станет дилемма, да, как это принять, как об этом рассказать, и что же делать дальше, что же будет. Такое, знаете, волнение и трепет. Так что если вы не планируете, то есть нет такого желания, да, там, в 45 становиться мамой, а то и старше, вот, ну, тогда избегайте всеми возможными способами и средствами. Если вы наоборот этого хотите, то у вас идет очень благоприятный момент, вопреки всему, просто взять и забеременеть. Вот. Особенно для девочек, у кого деток, ну, скажем так, детки уже выросли, и вам хочется нянчиться с малышами, да, вот, либо вы, например, имеете только дочек, либо сыночков, да, хотелось бы противоположного пола ребеночка получить. Вот он ваш шанс. Беременность, ну, просто из воздуха возьмется, честное слово. Вот, вы друг к другу прижались, считаете, что все, забеременела. Поэтому будьте поаккуратнее. Либо наоборот, прижимайтесь почаще, чтобы это все случилось. Так, девочки, вот мужчина напьется чей-то, прям напьется конкретно, и вам в чем-то признается. Идет признание в каком-то грехе, в каком-то поступке, в каком-то проступке. Это не связано с изменами, это связано с его, ну, возможно, человеческими качествами. У него совесть облачилась в доспехи и постоянно его вызывает на поединок. Ему тяжело. Возможно, он в последнее время поменялся. Возможно, он действительно начал пить. Да, не пил, а тут на себе, как постоянно под синей мухой находится. И вы не понимаете, что происходит. Его что-то гложет, очень сильно гложет. Вот, он выпьет, он вам расскажет. Для вас, конечно, это будет очень неожиданно, ведь ваш мужчина для вас все-таки самый-самый, даже несмотря на то, что вы его иногда там ругаете, но тем не менее, какой-то проступок он совершил, какой-то грех он на душу взял. Вот, ваше дело не судить его за это, а постараться помочь, постараться поддержать. Понимаете, среди людей нет святых, все мы совершаем ошибки. Главное, чтобы эти ошибки не повторялись. И главное, чтобы эти ошибки не, скажем так, не приносили человеку удовольствия. Вот. Кстати, кто плохо жил вместе, для вас это прекрасный шанс на то, чтобы человеку помочь, своему любимому, и наладить с ним отношения. Наконец-таки договориться, примириться, да, и жить спокойненько. Вот. Держите себя в руках. Держите в руках и понимайте, что вы у него единственный родной человек. Если вы ему откажете в помощи, ну, он просто собьется и все. Вот, и погибнет. Да. Потому что алкоголь, он не прибавляет здоровья. Так, идем дальше. Что случится неожиданно? Девочки, у кого детки занимаются спортом? Вот похоже на спорт. Не могу сказать какой, но ваш ребенок, может быть, не получал каких-то результатов, может быть, там тренер не в восторге от вашего ребенка. Идет то ли соревнование какое-то, то ли какие-то, как это, ну не соревнования, когда, а сборы, может быть, даже какие-то. Ваш ребенок либо призовое место займет, либо какой-то такой невероятный результат покажет, что все просто в шоке будут, скажут: ну как же так, как же это возможно? Вот, вас ждет большая радость и за своего ребенка,
большая гордость вас ждет. И знаете как, вы верили ведь в своего ребенка, несмотря на то, что там люди говорили, несмотря на то, что какие результаты были, вы ведь верили. И тут, знаете, как случай, да, поможет вашему ребенку раскрыться. Ждут большие победы вашего ребенка, это замечательно. Так, что еще неожиданно произойдет? У кого есть должники? По крайней мере, я вижу одного, похож на мужчину, либо женщина, такая, знаете, вот с короткой стрижкой, с чертами лица грубыми, либо по характеру как мужчина. Но мне почему-то больше идет мужчина. Ваш должник вас сам найдет и вернет вам долг. Понимаете, вы просто будете в шоке, вы скажете, да как же так? И я тут тебя искала, столько летом ждала, пока же ты вернешь долг. А тут сам нашел, сам вернул, и еще и какие-то извинения принесет. Будет очень приятно. Очень-очень даже приятно. Так. Какая-то поездка выходит неожиданная. Поездка то ли к родственникам, то ли к каким-то друзьям. Вот прям позовут и все, будут очень настаивать. Вы туда едете, ну, допустим, с подарками, да, с какими-то гостинцами едете. А назад вы будете возвращаться, ну, просто как груженный ишачок такой, знаете, вот прям всем, все, что было в доме, да, всем вас снабдят. Особенно если вы будете выезжать там за город, да, там, в деревню поедете. Вот. Будете, конечно, ругаться очень сильно, потому что много всего дадут, и будет очень тяжело, и будет очень неудобно. Но, понимаете, дадут-то с любовью, дадут-то с заботой. Вот это будет греть ваше сердце, вашу душу. Вот. Повезет раздобыть какую-то провизию, да, какие-то прям вкусняшки, то, что нужно, важно и полезно. Так, идем дальше. Вы куда-то собираетесь, либо вы хотели бы куда-то съездить, но есть какие-то проблемы, то ли в оформлении документов, то ли в каких-то правилах выезда, въезда, может быть. Ну, какая-то нерешаемая проблема, и это очень сильно вас опечалило. В последние дни вы даже об этом не думаете, вы как смирились с тем, что это невозможно. Смотрите, а вам-то дорожка открывается, но не совсем туда, куда вы хотели. То есть у вас появится шанс выехать, либо съездить в какое-то более, скажем так, хорошее место, просто вы это не сразу поймете. Вас то ли кто-то найдет, то ли вам пришлют смс-очку, там сообщение вам пришлют. Ну так и скажут. Вы искали, вы хотели, вот я могу вам предложить то и все. Не отвергайте это предложение, лучше изучите это предложение. Я вижу, что вы воспользуетесь. Вы воспользуетесь и не пожалеете. Ведь то направление, которое будут вам предлагать, для вас более, ну я не знаю, как полезное, что ли, да. Если мы говорим об отдыхе, то вы отдохнете за меньшие деньги, с лучшим сервисом, с лучшей природой, я не знаю, там, лучшей погодой и с меньшими какими-то заморочками, ну, грубо говоря. Поэтому со всеми предложениями нужно разбираться, взвешивать все за и против и адаптировать под себя, мои хорошие. Здесь я считаю, что идет именно везение. Везение в чистом виде, по-другому тут и не скажешь. Так, еще неожиданно у кого-то животное заведется. Небольшое. Вы не сразу примете, либо вы не сразу согласитесь, но тем не менее оно поселится в вашем доме. Какой-то малыш найдет приют именно в вашем доме. Я вижу, что вы очень быстро привыкнете и очень сильно полюбите это животное. Животное принесет вам очень много радости, очень много положительных моментов. Поэтому, мои хорошие, не спешите отказываться, а лучше присмотритесь к новому другу. Поверьте, это действительно друг на долгие годы. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.